Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, а также за вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что точно случится в ближайшие 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ближайшие 48 часов. Кто у меня работает, либо живет в большой семье? Смотрите, вы будете на высоте. В ближайшие 48 часов вы на высоте. Те, кто вас окружают, просто от вас обалдеют. Ну, в хорошем смысле слова. У вас знак льва, ну, лев — это царь зверей, да, глава всего и всех. И вы под этим знаком просто управляете всей ситуацией, людьми, ситуациями, положением. Очень вы сильно возвышаетесь. И это хороший знак. Те, кто вас окружают в семье либо в коллективе, просто вам не нарадуются. На вас смотрят, удивляются, вами впечатляются, к вам тянутся и чуть ли не на руках вас носят. Очень крутой знак. Вы молодец. Все делаете правильно, стесняться себя не надо. Если есть что сказать, говорите. Если знаете, как правильно, делайте. Поверьте, они все от вас без ума. Они раньше знали, что вы очень умный человек, талантливый и способный. Ну а тут вы себя еще и проявили. Хорошее начинание, и желательно вам вообще в этом состоянии сохраниться не только на 48 часов, но и на все последующие дни, часы, месяца, года, десятилетия. У вас замечательно это получается. Знаете, такое впечатление, что вы прям созданы для того, чтобы быть лидером. Да, не просто руководителем, а лидером. За такими умными, приятными и совестливыми людьми все готовы идти. Как проводник, да, лидер-проводник вы идете. Молодец, молодец. Так, кто занимается собственным бизнесом, кто собственное дело открыл, ну, я вас поздравляю, будете рвать всех и вся в маленькие такие кусочки, тряпочки, особенно своих конкурентов. Прям наконец-таки, тьфу-тьфу, слава богу, конкретные результаты, конкретные улучшения. И ну вот как востребованность идет, да, вот к вам люди тянутся, вас они хотят, либо вашу продукцию они хотят. Прям почувствуйте себя звездой, не более не менее, звезда. Так, еще. Здесь след от кошки прошел небольшой. Самой кошки не видно, но следы видно. Возможно, столкнетесь с последствиями какой-то пакости, гадости, пакости, какого-то специального негативного действия. Ну, что сделаешь? Да? Бывает, такое иногда бывает. Кто-то навредничал, кто-то что-то сделал, а вам придется с этим разбираться, либо исправлять. След небольшой, но тем не менее он есть. Слишком там не впечатляйтесь, не расстраивайтесь и особенно не берите на свой счет. Может быть, человек случайно напакостничал, да? Не хотел, но напакостничал. Вот. А теперь боится, либо стесняется признаться. Не нервничайте, делайте то, что положено, но в следующий раз будьте более бдительны. Так, внизу у меня человек, который отдыхает, расслабляется, предается мечтам, да, в таком, знаете, состоянии неги находится. Это не вы, к сожалению, это не вы, это кто-то другой. Человек взял себе, не знаю, выходной, отпуск, либо решил себя, ну, скажем так, расслабить. А вам же этот человек может сказать, что заболел,
что куда-то отправили, какая-то срочная поездка, что его нет в городе, да, как-то может вам наврать. Но долго вот эта идеальная картинка не продлится, потому что этого человека вы, скорее всего, поймаете на вранье, на том, что человек там притворяется, да, либо симулирует какое-то состояние. Будете с этим человеком разбираться, будете учить ума-разума, причем, я так понимаю, достаточно в жесткой форме. В принципе, правильно, да, но зачем обманывать? Это ж нехорошо обманывать. Хочешь ты отдохнуть, так и скажи, что вот все, не могу, нужен отдых. Зачем же ты врешь, зачем же ты обманываешь? Ничего, вы воспитаете, у вас рука крепкая, за словом в карман вы не лезете. Значит, этого человечка даже немножко жаль. Так, с левой стороны какой-то прекрасный лебедь заплывает в вашу жизнь. По лебедю обычно проходят какие-то очень импозантные мужчины. Мужчины, которые знают о том, что они привлекательны, либо в принципе считают себя привлекательными. А здесь мужчинка вами будет очень активно интересоваться, предлагать вам себя в качестве, в виде поклонника, либо нового знакомца. В общем, будет вас обхаживать, вокруг вас будет плавать. Девчонки, которые не прочь познакомиться, в принципе, вариант неплохой. Да, может быть, слишком самонадеянный, либо высоко себя несет, но тем не менее, мужчина привлекательный. И если вы не намерены ни с кем знакомиться, то мужик реально будет вас немножко раздражать вот этой своей какой-то напыщенностью и немножко навязчивостью. Так, еще с левой стороны пустая лодка. Ждет пустая лодка. Какое-то решение по поводу поездки, либо вашей, либо кого-то. Да, решение не будет принято, либо не будет согласовано, либо какая-то заминка будет по поводу этого решения. Лодка абсолютно пустая, стоит на привязи, ждет. Так, здесь у меня человек с какой-то растительностью, как какой-то росточек, причем очень большой, кстати, в руках. Но почему-то от вас отвернулся. Как прячет, может быть, даже, да, какие-то результаты, что-то скрывает, прячет от вас. Неприятно, это неприятно, вообще к чему бы это. Смотрите, но вы все равно об этом узнаете, потому что вы высоко стоите, вы все видите, вы все просмотреть можете. У вас ведь интуиция какая крутая, да? Вы даже не видя, все равно что-то чувствуете. И знаете, что ваша интуиция вас не обманывает. Кто-то что-то прячет. По такому росточку, возможно, деньги, возможно, прибыль, возможно, какая-то похвала, возможно, даже какие-то предложения. Кто-то прячет. Вы это чувствуете, и вы вот прям как по ощущению, да, по наитию пойдете и найдете. Человека с поличным поймаете на вот этом вот секрете. Раскроете. Конечно, вам будет до конца непонятно, да, почему так человек поступает. Но с другой стороны, правда вскроется. Вернее, вы ее вскроете. Как и разоблачение даже какое-то проведете. Да. Вы такой человек. Вас так просто не обманешь. Вы ложь за 3 версты чувствуете. Так. Выбор без выбора вам идет. Выбор вроде как иллюзия выбора. Вот как вам предлагают и это, и то, и 5-е, и 10-е. По факту это все одно и то же. Да? Либо в принципе эта вся ситуация как большая обманка ведет. Выбор без выбора. Вы долго будете колебаться, очень долго. И таки откажетесь от этого выбора без выбора. Но кто послабее и будет рядом с вами, может в неприятную историю попасть. В неприятно, да, на эту обманку пойматься. Смотрите, если вы что-то чувствуете, предчувствуете, но вы не уверены до конца, все равно говорите об этом. Не бойтесь показаться смешным. Хуже, если вы, как не озвучите, да, эту информацию, либо свои предчувствия, хуже будет. Потом же сами будете совестью мучиться, что вы ничего не сказали, и, например, кто-то рядом с вами попал вот в такую неприятность. И еще, это не у всех отыграется, а у кого-то вот прям конкретно. Здесь люди, которые обладают каким-то гипнозом, либо умением внушать. Вы знаете, как этот гипноз, который используют представители цыганского народа.
да, вот что-то похожее на это. Либо гипнологи, ну, вот специально обученные люди, либо действительно, ну, в общем, вы поняли, да, попытаются вот такими методиками что-то вам дать, продать, вручить, врулить, как-то вот обмануть. Будьте поаккуратнее. И опять же, если вы что-то чувствуете не то, предупреждайте тех, кто рядом с вами. Потому что те другие люди, они этого не чувствуют. Так, еще два мужчины звезду делят. Да? Звезду один, значит, себе тащит, другой себе тащит. А звезда, я так понимаю, это вы. Звездочка. Стелла. Да. Кто-то из вас, прям, девчонки, столкнется, либо это такая ревность, да, ревность между сыном и мужем, ревность между двумя поклонниками, ревность, опять же, ну вот какие-то родственники, там, либо подруги, друзья могут вас ревновать, и вот как будто бы они вас делят, да, чья вы женщина, либо чья вы подруга, с кем вы останетесь по итогу. Вам это очень не понравится. Вам это очень не понравится. Я так понимаю, что психанете вы и обидитесь сразу и на одного, и на второго. Либо на одну и на вторую. Как-то вы очень так среагируете резко и грубовато. Я вижу, что вам это не понравится. Смотрите, вы ни в чем не виноваты. Просто, ну, люди, не знаю, ну, решили так поступить. Но вы на них повлиять не можете. Ну, синдром собственника, да, наверное, проснулся и вот решили вас поделить. Это не к вам претензии, это у них с друг другом есть проблемы. Поэтому на себя не принимайте и не обращайте на это внимания. Так, еще кто-то из девчонок пойдет в какое-то хорошее место, такое теплое, душевное. Там будет вкусно, либо пахнуть, либо что-то вкусное вы будете кушать. Вам очень-очень понравится. Не могу сказать в сопровождении кого, но место очень приятное, душевное, и вы прям там расслабиться сможете. А может быть, вкусной еды накушаетесь и расслабитесь. И так может отыграться. Но вам очень понравится. Очень. Так, очень много времени вы будете тратить на какие-то разговоры. Разговоры это не с одним человеком, это с разными людьми. И вы вот прям подолгу разговариваете, что-то обсуждаете, о чем-то договариваетесь, может быть, что-то даже объясняете. У вас вот несколько точек именно вот разговорных, да, много времени уходит на разговоры. Но разговоры не пустые, сразу говорю, это важный разговор. Либо для вас, либо для того, с кем вы говорите. Так, кто-то из девочек прям что-то делает, печатает, куда-то смотрит. Телефон, экран, там, монитор компьютера, может быть, какие-то мессенджеры, может быть, сайты знакомств, может быть, ваши социальные сети. Очень много времени будете напрягать глаза, да, что-то всматриваться, читать, писать, ну, понятно, да? Берегите, во-первых, глаза, кто можно столкнуться с жжением в глазах, такими неприятными ощущениями. И, во-первых, надо беречь глаза, да, хотя бы какую-то разминочку делать и периодически смотрите, я не знаю, там вдаль, либо, ну, какую-то зарядку глаз делайте. Вот. И, опять же, в интернете много про себя не рассказывайте и не болтайте. Если вы захотите какие-то провокационные действия совершить, ну, типа вызвать у кого-то ревность, либо, может быть, какую-нибудь там фоточку такую скандальную опубликовать, лучше воздержитесь. Лучше воздержитесь, не лучшее время, и не получите вы того резонанса, на который вы надеетесь. Вот как-то так идет. Понятно, что это кому-то прям персональная информация идет, но вот воздержитесь, пожалуйста, девочки. Так, еще плошка у вас над головой. Кому-то придется куховарить, либо вам придется как-то много заготавливать, готовить, либо вы вот прям какой-то новый рецепт будете пробовать, да, что-то вот прям такое интересненькое готовить. Знаете, времени потратите, во-первых, много, а во-вторых, ну, удовольствия вы от этого не получите, потому что плошка перевернулась.
скорее всего, так задолбетесь на кухне, что уже и ничего вас радовать не будет. Хотя те, кто рядом с вами, кому повезло и кто живет с вами, вот они реально оценят ваши кулинарные изыски. 100% оценят. Так, в центре у вас большое сердце. Большое сердце. Сердце, которое, ну, как стабильность, да, стабильно стоит, в стабильном положении. Если проблемы с сердцем у вас, либо у кого-то из ваших близких, то в ближайшие 48 часов ситуация будет более-менее стабильная. Если мы говорим о взаимоотношениях, да, между мужчиной и женщиной, то здесь намечается некая стабильность между вами, да, успокоение, стабильность, нормализация ваших взаимоотношений. Тоже, кстати, хороший знак на самом деле. Ну, кому-то это сердце говорит о том, что сердце ваше порадуется. Порадуется чему-то, кому-то, либо за кого-то. Да? Вот сердечко у вас спокойненькое вышло. Красивое, большое, спокойное сердце. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.